Жалпы дайдидау әні соншалықты үлкен диапазонды бір жарым октавалық ән емес, кәдімгідей бір октава айналасында жүрген ән. Бірақ Димаш оның ішіне өзінің әншілік шеберлігін қосқан. Ең әуелі, ең бірінші айтатынымыз, Димаш ол әнге өзінің жүрегін қосқан. Бұл ән ерекше бір бояуға енді. Сонымен барлығы қазір бұл әнді айтқысы келеді, үйренгісі келеді, танысқысы келеді. Начнем с этого. Ля, фары. Сначала транзит. Давайте я вам их раздам. Точно идентифицировать наличие музыкального слуха. Вот у Армана есть музыкальный слух. Способность воспроизвести голосом слышимую высоту звука. В конечном итоге, значит, те, кто... Мирувер тоже поет у нас. Вся моя жизнь сознательно связана с хоровым пением. Это моя специальность, это мое любимое дело. И я должен сказать, что раньше, до сегодняшнего дня, изучение языков у нас было как-то таким вторичным моментом при разучивании новых произведений. Да? Вот мы в хоровых коллективах используем зачастую итальянский, латинский, естественно, казахша, орысша. Без этого не обойтись. Но вот меня привлекла идея изучения языка через музыку. Вот хат жаздым, қалам алып сізге еркем. Все понятно. Жүзің бар, 14-ші айдай көркем. Жүз – это лицо. Жүзің бар, то есть у тебя есть лицо. Көркем – это красивое. Красивое, как 14-я луна. Луна рождается, потом она наполняется. Вот это 14-й день полнолуния. И вот это 14-ші айдай жүзің көркем, то есть твое личико такое красивое, как луна в 14-й день. То есть твое лицо, как полная луна. Насчет названия такого слова в казахском языке нет. В песенном творчестве называется вокалист. И очень много таких у нас в казахском языке. Например, илигай, 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 саулем, ахау, халайлаулем, халаулаилем. По названию этой песни есть споры среди наших ученых, поэтов. Они говорят, что песня не должна называться дайдидау, а она должна называться айдидау. То есть говорят, что ты луна, да? Айдидау. Ну, это одна из версий. Я боюсь, что она неправильна все-таки. Если мне сен түскенде беу қарағым. Қарағым – это обращение взрослого по возрасту к младшему. И қарағым – это обращение мужчины к своей возлюбленной. Дальше. Шынымен и.
это у нас как бы вот одноголосие было. Попробуем сейчас двухголосно, как написано. Девочки среди вас стоят, напевают. Значит, верхний голос хаджаздам, нижний голос хаджаздам. И дальше вот параллельное движение вот таким вот. Вот это отправная точка, звуковысотный ориентир. Теперь поем на два голоса, как получится. Раз и два, и раз и два. Хаджаздам. Hayday körkem Есіме сен түскенде беу қарағым Қозғайсың қатып қалған ай Іштің дертін Айдай жидау ай Қозғайсың қатып қалған ай Первое впечатление, да? Впечатление. Если так, давайте без дифирамбов, да, то, в общем-то, свою роль сыграли студенты, которые точечно были представлены в этом коллективе и вокруг себя в звуковом отношении организовали, помогли выстроить общую ткань произведения. Вот смотрите, среди вас есть звуковые ориентиры. Студенты, поднимите руки. Вот, прислушивайтесь к ним, да, и выравнивайте свой голос, приводите в соответствие, чтобы, да, вот было, смотрите, вот, пой, ха, видите, два голоса слились в один звук, попробуй еще раз. А теперь я пою другой звук. Слышите, да, диссонанс, диссонирует, не сливается в один голос. Давай. Дыхание кончилось. Давайте. Достан, начни. Давай. Третий. Люди зажигаются, раскрываются эмоционально, духовно, становятся немножечко более задумчивыми или, наоборот, более радостными. Для меня вот этот вот аспект смены деятельности, смены настроения, какое-то окунание в другой мир посредством текста, который изложен в песнях, является таким очень, очень ценным. Здесь скрыто переживание, говорится даже о нем, переживание человека из-за того, что не случилась та любовь, которую он ожидал. Он здесь говорит о том, что мы же были вместе, мы были вдвоем, у нас было все хорошо, а ты не сдержала своего обещания. И вот это вот внутреннее переживание и одновременное смирение с тем фактом, что это уже сбылось. Давайте теперь так, в более душевном таком, доверительном ключе. Сразу ля-фа-ре. Готовы? Да. Надо говорить, да? Нет. Это настройка высоты звука. Потеплее, да, вот по душе где-то. Раз и два. Хаджаздам каламалов
закончим так вот, знаете, так задумчиво и тихо. Жалгана, не жалгана, а жалгана. Естественно, и мне очень приятно видеть такой момент, как воспламенение глаз, то есть воспламенение сердец, которое становится видимым через глаза людей, которые поют. Я эти моменты очень отслеживаю, люблю наблюдать. Но видно было, что многие певцы данного коллектива знают текст наизусть, поют от души. Вы знаете, потрясающее впечатление, потому что как бы работа повседневная и однообразная, а тут есть такие изменения, поэтому все замечательно. Қазақ болғаннан кейін, өнерді құрметтегеннен кейін әнді тыңдауымыз керек. Оның ішінде Абай Құнанбаевтың «Көзімнің қарасы» және де Қытай елінде өзіміздің мәртебемізді көтерген Димаш Құдайбергеновтың әндерін тыңдаймыз қазіргі кезде. Казахский народ можно назвать музыкальным народом. Почему нас заинтересовал данный проект? Мы решили возобновить казахские традиции и коллективом изучать казахские песни. Действительно, песня очень мелодичная, она трогает струны души, такие, которые, в повседневной жизни, в принципе, мы особо, оставляем для себя, для семьи, а здесь получается такая песня, что, душа поет, скажем так. Мне очень близко понятие популяризации самодеятельного хорового пения, которое у нас в Казахстане, к сожалению, представлено очень малочисленно. Но, может быть, когда-нибудь нам удастся это дело расширить, возродить. В общем-то, у меня самые благоприятные впечатления от сегодняшнего нашего совместного такого исполнения-эксперимента. Это было здорово, на самом деле. Sure.